Противоречивая ситуация с поставкой газа сложилась в столичном районе Борисовка-1. Газовики отключили подачу из-за неуплаты. Во всяком случае, так утверждает председатель ТСЖ. В чем реальная причина, расскажет Александра Хлопкова. Жители 56 домов в Борисовке-1 остались без газа. Задолженность газовикам составила более 4,5 миллиона рублей. Ситуация – это провести выход домов из состава ТСЖ, провести ликвидацию ТСЖ, и чтобы люди перешли на непосредственные платежи. Статья 164, даже есть кодекса. И тогда люди сами же будут платить за заводы отдельно, за газ отдельно, за свет отдельно и отдельно за компании, которые будут обслуживать жилой фонд. Это один из выходов ситуации. Больше я выхода не вижу. А долги уже останутся на ТСЖ. И ТСЖ будет решать долгами уже отдельно уже. Структура ликвидации, как делается, это другая программа работы уже. Виновников искать долго не пришлось. К примеру, только одна квартира имеет долг в размере порядка 500 тысяч рублей. Но жители оплачивать долг пока не торопятся. К слову, они винят управу. Это же не должно сразу делаться. Это же идет как-то последовательно, прежде чем это делается, убирается, правильно? Одно, второе. На третьем только предупреждение. Но у нас, увы, у нас пришли, отрезали все. У нас нет воды горячей. Есть дети, есть старики, есть больные. Воды нет уже с мая месяца, горячей воды. Однако не только из-за долгов отключили газ. ТСЖ пока не имеет официального допуска к газовым котлам, сообщили в Сахатранснефтегазбыте. Для подключения к оборудованию необходимо иметь соответствующую лицензию. По отключению Борисовки-1 проводились 16-17 июня на основании выданного наряда руководством нашей организации. Работы были проведены в порядке исключения использования газа в целях безопасности населения. ТСЖ утверждает, что долг газовикам составил 12 миллионов рублей, а руководство Сахатранснефтегазбыта утверждает, что граждане имеют долг в размере 4,5 миллиона рублей. Из-за этих противоречий на сегодня страдают 56 домов в Борисовке-1. Александра Хлопкова, Лазарь Афанасьев, Василий Соловьев. Новости столицы.